В уходящем году исполнилось 10 лет с момента создания Чувашской митрополии. Вместе с этой датой первое десятилетие отметила и Алатырская епархия. Десятилетие епархия отметила в своей главной святыне – Свято-Троицком мужском монастыре. В храме во множестве собрались священники, монахи, прихожане, благотворители и паломники. Божественную литургию в этот день служили 3 архиерея. Всех троих объединила здешняя земля. Епископом Алатырским 17 лет назад был митрополит Савватий. Как епископ Алатырский начинал и владыка Стефан, глава Канашской епархии. Ровно 10 лет назад сюда, на вновь созданную кафедру, был назначен епископ Федор. Алатырская земля, она древняя земля. И православие здесь традиционное, оно крепкое. Хоть и попытались в свое время выхолостить православие, попытались сделать так, чтобы о церкви все забыли, о Боге все забыли. Но если Господь созидает, то всякий, кто стоит у него на пути, напрасно трудится. Епархия включает приходы Алатырского, Порецкого и Бресенского, Батыревского и Шамушинского районов. За эти годы в 5 районах восстановлено и построено заново 14 храмов. Всего в Алатырской епархии их 76. Действуют 2 монастыря. К открытию готовится еще 2. Особое внимание уделяется Чувашскому Бутово. За это время мы создали большой комплекс в поселке Первомайский, где был лагерь, где место захоронения, специальный кладбищенский участок для священнослужителей. Там в этом лагере пребывало даже 2 архиерея, наместник Высокопетровского монастыря из Москвы и много других людей, известных нам и неизвестных. Сейчас мы уже близки к завершению этого мемориального комплекса, храма и места памяти. Сегодня Алатырская епархия показывает пример социального служения, духовно-нравственного воспитания. Отличают ее добрососедские отношения с мусульманами. Потому что есть у нас достаточно большое количество людей другой конфессии, с которыми, опять же, мы взаимодействуем. И взаимодействие тоже очень плотное, очень дружеские отношения. И мы развиваем эти контакты по слову святого Александра Невского, который учил нас искать друзей на Востоке. Друзья у алатырцев не только на Востоке. Богослужебные песнопения в день епархиального торжества исполнял приехавший из Москвы православный хор инженерных войск Вооруженных сил России «За веру и Отечество». Зинаида Паршагина, Вести, Чувашия.